2021 год прошел под эгидой Года науки и технологий в Российской Федерации, Года здоровья в Республике Саха-Якутия, Года развития семейной экономики в Хангаласском Улусе. Отмечена юбилейная дата – 125-летие со дня рождения первого якутского хормейстера, основоположника создания профессионального хорового искусства Адама Скрябина. По статистическим данным, численность постоянного населения Хангаласского Улуса на 1 января 2021 года составляет 33 021 человек. Из них в сельской местности проживает 17 361 человек. Городское население составляет 15 660 человек. За 11 месяцев 2021 года родились 316 детей. Количество умерших за этот же период – 324 человека. Доминирующими причинами смертности остаются болезни системы кровообращения. На втором месте – смертность от COVID-19. На третьем месте – смертность от новообразований. На четвертом месте – смертность от травм, отравлений и внешних причин. За 11 месяцев 2021 года в районе зарегистрирован 121 брак и 101 развод. По состоянию на 13 декабря 2021 года в Центр занятости населения Улуса обратились 1480 незанятых граждан. Признаны безработными 906 человек, что составляет 5,9% от экономически активного населения. Из общего числа обратившихся трудоустроено 774 гражданина, в том числе на постоянную работу 351. На 1 ноября 2021 года среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника в Улусе составила 64 033 рубля. Основные показатели исполнения бюджета. Объем исполнения доходной части бюджета муниципального района на 1 января 2022 года составил 4 миллиарда 323 миллиона 748 тысяч рублей или 99,7% от плана поступления доходов. Из них налоговые и неналоговые доходы 266 миллионов 509 тысяч рублей. Сумма безвозмездных поступлений составила 4 миллиарда 58 миллионов 966 тысяч рублей или 99,3% от плана поступления доходов. Из них объем исполнения дотаций составляет 1 миллиард 249 миллионов 16 тысяч рублей или 100% от планового значения. Субсидия поступила в объеме 179 миллионов 214 тысяч рублей или 92,8% от планового значения. Исполнение субвенций составила 2 миллиарда 589 миллионов 768 тысяч рублей или исполнено на 99,5%. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 1 января 2022 года исполнен в размере 4 миллиарда 304 миллиона 243 тысячи рублей, что составляет 98,8% от плана расходов на 2021 год. Сельское хозяйство. По данным на 1 января 2022 года во всех категориях хозяйств имеется 9417 голов крупного рогатого скота, в том числе 4070 голов коров и 14360 голов лошадей, в том числе 9268 кобыл. Валовой надой молока по Улусу составил в нарастающем 8893,5 тонн. На одну фуражную корову в среднем надоено 2185 килограммов молока. Текущая зимовка крупного рогатого скота и лошадей оценивается на удовлетворительно. Обеспеченность кормами сельскохозяйственных животных для устойчивой зимовки скота и лошадей в хозяйствах имеется в достаточном объеме. Для поддержки скотоводства в личных подсобных хозяйствах в прошлом году получили выплаты 580 личных подсобных хозяйств в размере 35 тысяч рублей за голову дойной коровы. Всего направлено 55 миллионов 720 тысяч рублей. Крестьянско-фермерские хозяйства в 2021 году получили субсидию на сумму 35 миллионов 42 тысячи рублей. В этом году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 5499 гектаров. Площадь посева зерновых культур составила 1898 гектаров. Намолочено 1617 тонн зерна. Перевыполнен план по валовому сбору на 129%. Картофель был посажен на площади 577 гектаров. Валовой сбор составил 4324 тонны, что составляет 90,8% от плана. Несмотря на засушливое лето,
лета наилучший результат показало крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Яндреева с урожайностью картофеля более 140 центнеров с гектара. По овощным культурам посевная площадь составила 71,6 гектаров. Собрано 1006 тонн овощей, в том числе капусты 330 тонн, моркови 513,5 тонн, свеклы 127,5 тонн, прочих культур 35 тонн. Объемы валового сбора в этом году ниже прошлогодних. Это связано в большей степени с неблагоприятными погодными условиями. В 2021 году план по кормозаготовке составлял 32 тысячи тонн грубых кормов, 2571 тонну силоса, 3300 тонн сенажа. Всего скошено 25 331 гектар сенокосных угодий. Фактически заготовлено 28 205 тонн сена. Выполнили план на 86,5%. Силосной массы заготовлено 2650 тонн. План перевыполнен на 103%. Сенажа заложено 2287 тонн, что составляет 69,3% от годового плана. В рамках Года развития семейной экономики в Хангаласском улусе в 2021 году население обеспечивали зернофуражем, курами-несушками, поросятами и саженцами ягодных культур. Реализовали кур-несушек в количестве 3908 голов. Поставка осуществлялась Нерюнгринской птицефабрикой. Охвачено 602 семьи. Зернофуража реализовано в объеме 121 тонна. По реализации поросят всего доставлено в населенные пункты 91 голова, охватили 70 семей. Также была осуществлена поставка кустарников ягодных культур, рассада овощных культур, поликарбонатных теплиц в следующем количестве. Саженцы плодово-ягодных культур 1004 штуки, рассада овощных культур 9000 штук, поликарбонатные теплицы 12 штук. Комплексное развитие сельских территорий. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году введен в строй детский сад на 90 мест в селе Улаханан общей стоимостью 133 миллиона 147 тысяч рублей. Также по этой программе построен офис врача общей практики в селе Кердем. В 2021 году начато строительство школы на 60 мест в селе Идяй. По соглашению с Министерством сельского хозяйства объем финансирования на 2021 год составил 30 миллионов рублей. Жилищное строительство. По программе обеспечения жильем молодых семей получили сертификаты на социальную выплату для приобретения или строительства жилья 20 молодых семей. Объем финансирования составил 13 миллионов рублей. В данной программе приняли участие 10 муниципальных образований: Наследие Техтюрский, Актемский, Жерский, Бестяхский, Первый Мальжигарский, Синский, Первый Жемконский, Второй Жемконский, Качкатский и поселок Махсагалов. В рамках реализации второго этапа программы по переселению из ветхого и аварийного жилья были введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома в городе Покровске. Улучшили свои жилищные условия более 80 семей. Дорожный фонд. В 2021 году отремонтировано порядка 28 километров республиканской автомобильной дороги УМНАС в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок дороги протяженностью 16 километров 200 метров по направлению Покровск-Махсагаллох. Участок дороги протяженностью 7 километров между Булгуняхтахом и Улахананом. Участок дороги протяженностью 4 километра в селе Улаханан. Также был установлен автоматический пост весового контроля в районе поста ГИБДД возле села Ой и уложено 900 метров асфальтобетонного покрытия. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры. В канун Нового года в городе Покровске введена в строй новая водоочистная станция. Объект построен в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Станция снабдит чистой водой не только город Покровск, население которого составляет 9,5 тысяч человек, но и близлежащие населенные пункты, а также частные дома и социальные объекты. Также в рамках программы «Чистая вода» завершена разработка проектно-сметной документации строительства водовода в селе Бестях. Благоустройство. С 2017 года реализован 101 проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах. В 2021 году Хангаласский улус представил на отбор 22 проекта на общую сумму 50 миллионов 169 тысяч рублей, в том числе субсидия с бюджета республики – 33 миллиона рублей, софинансирование из бюджетов муниципалитетов – 12 миллионов 188 тысяч рублей, софинансирование населения – 1 миллион 61 тысяча рублей.
Софинансирование спонсоров 3 миллиона 920 тысяч рублей. Все проекты района прошли конкурсный отбор. Подключение частного сектора к централизованным системам теплоснабжения. В 2021 году на эти цели выделено из бюджета муниципального района 15 миллионов 400 тысяч рублей. В результате выделенных средств подключены 100 жилых домов к централизованному теплоснабжению, в том числе Красный ручей Качекаца 16 домов, Едяй 7, Тумул 9, Синск 5, Титабя 24, Хатачу 9, Титары 16, Чкалов 4, Кердем 10 домов. Символично, что в преддверии столетия со дня образования Якутской ССР в Хангаласском Улусе к теплу подключено 100 жилых домов. Это на 40 домов больше, чем в 2020 году. Газификация. В 2021 году на эти цели выделено 3 миллиона 800 тысяч рублей. Разработана проектно-сметная документация по газификации улицы Сосновая в городе Покровске. Администрацией Бестяхского наслега заключены договора с ООО «Газстройпроект» на разработку проектно-сметной документации по объекту внутрипоселковые сети газификации по улицам Заводская, Центральная, переулок Клубный. Заключены договора с проектантами на микрорайоне Нагорный в селе Булгуняхтах. В районе проведена большая работа по социальной газификации. Заключены 64 договора на технологическое присоединение в газифицированных населенных пунктах. Построено газопроводов отводов 34, газифицировано 5 жилых строений. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. В Хангаласском Улусе по состоянию на 10 декабря 2021 года действует 1003 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них 827 индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий 176. От субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет района на 1 декабря 2021 года в виде налогов поступило 45 миллионов 200 тысяч рублей. В течение года представителям малого бизнеса оказывалась практическая помощь по их участию в грантах и конкурсах. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в прогнозируемом периоде существенно не изменится. Создание условий для развития туризма. Туристский поток за 9 месяцев 2021 года составил 130 933 человека. В рамках реализации туристско-рекреационного кластера «Лена» запущено 5 новых туристских объектов. Туристские базы «Ленские столбы» в местности Батамай, экопарк-отель «Ортодойду», Тастах-Кытыл в селе Улаханан, Кытыл в селе Тумул и Линагер в селе Кердем. Здравоохранение. В 2021 году в Хангаласском Улусе выявили COVID-19 у 2858 человек, из них детей 541. Наибольший пик заболеваемости наблюдался в сентябре-ноябре 2021 года. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Покровске, Махсагаллохе, в селах Ой, Актемце, Улаханан и Качкаце. В течение года от коронавирусной инфекции умерли 61 человек. В 2021 году в Хангаласском Улусе было провакцинировано против коронавирусной инфекции 17 385 человек, 80% от фактически проживающего населения. Использовались вакцины Эпивак Корона, Ковивак, Спутник Лайт и Гам Ковид Вак. В рамках проведения Года здоровья в районе проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения района. Введены в эксплуатацию 5 новых объектов здравоохранения. В рамках нацпроекта здравоохранения построено здание врачебной амбулатории в селе Синск и здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Красный ручей. По программе развития сельских территорий построено здание офиса врача общей практики в селе Кердем. К слову, это первый социальный объект, построенный в республике по данной программе. По договорам лизинга построено здание врачебной амбулатории в селе Улаханан и отделение скорой медицинской помощи в городе Покровске. В течение года проведены капитальные ремонты в детской поликлинике города Покровска и Махсагалловском отделении. Большая работа проведена по обновлению автопарка больницы. По нацпроекту здравоохранения поступило 3 автомобиля. Автомобиль УАЗ для отделения скорой медицинской помощи города Покровска, автомобиль Лада Нива для детской поликлиники, автомобиль УАЗ для Титаринской врачебной амбулатории. Также в декабре в распоряжение ЦРБ поступил передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗ. Образование.
В системе Хангаласского улуса работают 1265 педагогических работников. Из них молодых специалистов в возрасте до 35 лет 222. Дошкольное учреждение посещают 2219 воспитанников. Из них 445 – дети до 3 лет, 1774 – от 3 до 7 лет. В электронной очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения состоят 277 воспитанников от 0 до 7 лет. В текущем учебном году количество обучающихся в общеобразовательных организациях Улуса составляет 4933 человека. В 2021 году 341 выпускник закончил 11 класс. В учебные заведения поступили 270 человек. Наибольший процент поступивших в вузы в Покровской гимназии и в Актемском научно-образовательном центре. Культура. Культурную политику в Улусе осуществляют 19 культурно-досуговых учреждений со статусом юридического лица и с 4 филиалами. Картинная галерея имени Засимова, 9 народных коллективов самодеятельного художественного творчества. Хангаласская центральная библиотечная система с 24 библиотеками-филиалами. Улусный краеведческий музей имени Ксенофонтова с филиалом музеем Самыртай в селе Кердем. Проведена колоссальная работа по увековечиванию памяти уроженца немигюнского наследия первого хормейстера Адама Скрябина. В 2021 году национальный праздник ЭСЭХ был посвящен его 125-летию. Якутский праздник провели в онлайн-формате с трансляцией видео в социальных сетях. Итоговым мероприятием года стало торжественное собрание общественности республики на сцене Сахатеатра имени Аюнского. В рамках реализации нацпроекта «Культура» Хангаласская централизованная библиотечная система получила с федерального бюджета 10 миллионов рублей. На данные средства приобретены программное обеспечение, многофункциональная мебель, оборудование, мини-типография, смарт-лаборатория, студия звукозаписи, обновлен библиотечный фонд районной библиотеки. После модернизации районная библиотека получила статус модельной библиотеки федерального уровня. Социальная и молодежная политика. В 2021 году из бюджета района 823 тысячи рублей направили на временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период. В частности, на выплату заработной платы по проектам «Дворовый вожатый» и «Рука помощи». 30 представителей молодежи Улуса приняли участие в республиканском фестивале молодежи «Мус-Устар». Помимо мероприятий, молодежь активно участвовала в тушении лесных пожаров на территории Хангаласского улуса. По состоянию на 23 декабря 2021 года в Улусе работают 109 волонтеров, которые бескорыстно помогают в наследах нуждающимся людям и в облагораживании муниципальных территорий. Социальная сфера. На оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта Улусу в 2021 году направили финансирование в общем объеме 20 миллионов 470 тысяч рублей. В итоге заключено 202 социальных контракта, в том числе по направлениям: поиск работы – 17, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 43, ведение личного подсобного хозяйства – 20, преодоление трудной жизненной ситуации – 119. За отчетный период 15 граждан из числа получателей зарегистрированы индивидуальными предпринимателями, 6 граждан стали самозанятыми. Физкультура и спорт. За 2021 год в Хангаласском улусе провели 29 спортивных мероприятий различного уровня. На высоком организационном уровне прошел открытый республиканский турнир на призы главы района Хангалас-Хапсагая, где приняло участие более 250 участников из всех районов республики. В 2021 году Хангаласский улус впервые в истории занял 3-е призовое место в своей группе на 21-й спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары» в селе Бердигистях Горного Улуса. Лесные пожары. В 2021 году всего на территории района зарегистрировано 56 лесных пожаров на площади 30 885 гектаров. Из них 11 лесных пожаров на территории парка Ленские столбы. На территории Хангаласского лесничества 43 лесных пожара. На территории парка Синские столбы 2 лесных пожара. Всего с начала пожароопасного сезона работали 1745 человек. Количество привлеченных мобилизованных добровольцев – 848 человек. Техники с начала сезона всего задействовано 258 единиц. Охрана правопорядка. По итогам 12 месяцев 2021 года в дежурную часть отдела МВД по Хангаласскому району поступило 4366 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Произошел рост регистрируемой преступности на 18%, или с 259 до 306 преступлений.
Основная масса преступных деяний зарегистрирована в городе Покровске, в поселке Махсагалух, а также в селе Булгуняхтах. Отмечено резкое увеличение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации на 55% или с 29 до 45 случаев. Основные задачи на 2022 год являются реализация мероприятий, связанных с Годом народного искусства и культурного наследия народов в Российской Федерации и с Годом Матери в Республике Саха-Якутия. Будут отмечены знаменательные даты – 100-летие образования СССР и 85-летие со дня рождения первого президента Михаила Николаева. В целях сохранения культурных традиций, памятников истории и пропаганды патриотизма в Хангаласском Улусе 2022 год объявлен Годом исторической памяти.